И снова вместе подводим итоги недели на канале БСТ. Добрый вечер. О самых значимых событиях в республике за минувшие 7 дней расскажу я, Альбина Хайруллина, и корреспонденты службы новостей. Вот ключевые темы выпуска. Сейчас эту машину капец смоет, наверное. Когда лужи по колено, а ветер вместо топора. Двое пострадавших в больнице, повреждены десятки автомобилей, свыше сотни домов. Ночь провели без света. Вернется ли еще лето в республику? Меня ударили вот сюда, по шее. Кулаком по голове, ногой по животу и коленям 3 подростков избили в торговом центре. Жестокость школьников, равнодушие взрослых. Забегает подросток, хватает что угодно с прилавка. Почему ходить за покупками стало небезопасно и куда смотрит охрана, выяснял Радмир Знабаев. Стандартная палата для пациента оснащена консолью с подведением вакуума, газа. Проект меняли, сроки открытия не раз переносили. В Уфе заработал новый корпус онкологического центра. И только в Башкортостане открываются и инфекционные больницы, и онкологические больницы. 3 этажа поликлиники, еще 5 для хирургии. Первых пациентов ждут в понедельник. Обворовали и без того обделенных. Легче его снести и построить новый. Кто зарабатывает на жилье для бывших детдомовцев? С лягушками, так сказать, они там у нас прыгали. О единых стандартах, о сиротской доле и чиновничьем произволе. Репортаж Эмиля Басареева. Ключи вернули обратно. Высокий градус беды или почему чужие ошибки не учат? Опять молодежь врезалась в забор, сам водитель в тяжелом состоянии. Пока предварительно, что он в состоянии алкогольной опьянения. Свыше 10 тысяч потенциальных убийц за рулем поймали инспекторы, и это только с начала года. Сколько невинных людей могли пострадать от их безрассудства, даже представить себе сложно. Азат Садриев о наказании за самоуверенные преступления. Жара в республику уже не вернется. Ожидаются дожди и грозы в отдельных районах с градом. Таковы прогнозы синоптиков на предстоящие 2 недели. Температура воздуха днем будет в пределах 22 градусов, в ночные часы опустится до плюс 10. На востоке региона возможно шквалистое усиление ветра. Потеплеет после 20-х чисел августа, но уже не намного. Воздух прогреется до плюс 24 градусов. Сейчас эту машину капец смоет, наверное. Тем временем в Уфе устраняют последствия шторма, в результате которого 2 человека угодили в больницу. Мужчины остались под рухнувшими от ветра деревьями. По данным Управления гражданской защиты, пострадало 11 автомобилей, оборваны линии электропередачи. Стихия оставила жителей больше 100 домов без света. Сейчас деревья распиливают и вывозят, проверяют кровлю зданий. Поврежденные участки сетей электроснабжения уже восстановлены. Сразу несколько событий из сферы медицины стали топом этой недели. В Уфе замминистра здравоохранения России анонсировал дату регистрации первой вакцины от коронавируса. Это случится уже 12 августа. Первыми прививку получат медработники и старшее поколение. Впрочем, это не значит, что исследования завершены. Об этом Олег Гриднев заявил на торжественной церемонии открытия нового онкологического корпуса в Уфе. Его строительство шло 3 года, но вот необходимость назрела гораздо раньше. Старые кабинеты и палаты, расположенные в здании бывшего общежития, уже не выдерживали никакой критики. Новый корпус, наоборот, построен по европейским стандартам. Конечно, полностью проблема нехватки мест не решится, но, по крайней мере, серьезная надежда появится у тех, кто столкнулся с онкозаболеванием. Подробности в материале Артура Шамсудинова. Узкие коридоры, тесные кабинеты и бесконечные очереди. С такими условиями вынужденно сталкивалось большинство пациентов, пытавшихся попасть на прием в онкоцентр. Возле кабинета к врачу яблочку негде упасть, даже несмотря на пандемию. Да и размещались люди, и без того узнавшие о страшном диагнозе, не в самых комфортных палатах, где доходило до 7 человек. Антонина Ивановна, к примеру, даже представить не могла, что и ей придется проходить здесь лечение. Готовилась к другой операции, а получилось, что вот это заболевание выявили. Открывается новое отделение, да, в больнице. Как считаете, это хорошо? Конечно, будет лучше еще. С тем, что должно быть лучше, не спорили и врачи. Для понимания, старый корпус был приспособлен под нужды медицины из бывшего общежития. Медучреждение, рассчитанное на 200 посещений, по факту принимало в 3 раза больше. Хирургические отделения не соответствовали современным стандартам оказания медицинской помощи. Именно поэтому все как один ждали открытия нового здания. По всей стране
открываются инфекционные больницы, и только в Башкортостане открываются и инфекционные больницы, и онкологические больницы. Спасибо вам. С праздником. Пандемия уйдет, а главные бичи медицины останутся. Слова, которыми замминистра здравоохранения России Олег Гриднев предварил открытие нового корпуса. Пропускную способность увеличили в 2 раза. При этом в помещениях не будет тесноты и духоты, уверены врачи. В новом здании 3 этажа займет поликлиника на 450 посещений в смену. Еще 5 отдано хирургическим отделениям. Стандартная палата для пациента оснащена консолью с подведением вакуума, газа. Тут медицинские газы есть, да, все? Да, да. Телевизор есть стандартно, можно посмотреть, отдохнуть. Стационар на 240 коек, причем в каждой палате не более 3 пациентов. Для того, чтобы убрать очереди на сегодняшний день, мы составили систему разгрузки. При вхождении пациента в поликлинику он получает талончик, и на табло появляется, допустим, его номер, и он спокойно идет на прием. Отдельное внимание медики акцентируют на оборудовании. Комплекс оснащен самой современной техникой. Так, в кабинете диагностики ждет запуска мультиспиральный компьютерный томограф, который поможет сократить время исследования. Поликлиника и стационар выполнены по модной сейчас технологии бережливости, которая, к примеру, проявляется в том же расположении диагностических кабинетов. Например, КТ находится на одной линии вместе с кабинетом маммографии и рентгеноскопии. При необходимости комплексного анализа пациента можно провести из одного в другой, минуя общие коридоры. Важность появления нового корпуса сложно переоценить. Ежегодно в республике регистрируют свыше 10 тысяч человек с онкозаболеваниями, а на учете состоят 80 тысяч. Уделяется большое внимание основным причинам, которые вызывают смертность и патологию у нашего населения. Это онкология, это сердечно-сосудистая патология. Поэтому я признателен, прежде всего, Раде Борисовичу, и еще раз слова благодарности от министра здравоохранения Российской Федерации. Строительство объекта начали в августе 2017-го. Общая стоимость 2 миллиарда рублей, где почти 700 миллионов федеральные средства. Уже в процессе возведения проект меняли, за счет чего сроки открытия несколько раз сдвигались. Ради Хабиров пожелал медикам успехов в борьбе за жизнь и здоровье каждого пациента, заявив, что поддержка здравоохранения, несмотря на сложную экономическую ситуацию, будет вестись на должном уровне. Да, нам пришлось остановить строительство ряда, вернее, не выходить на площадки по строительству ряда культурных, спортивных объектов, больших и тоже очень нужных. Но все-таки мы медицину держим в приоритете. Именно поэтому, даже несмотря на то, что и сложности есть, и какие-то недополученные доходы, мы, особенно то, что касается части развития онкологической и кардиослужбы, ведем. Действительно, мы строим кардиодиспансер, и сейчас в этом году уже выйдем на площадку по строительству детского онкологического центра. Что касается первых пациентов этой больницы, то их прием начнется уже с понедельника. Ну а пока врачи, что называется, на себе испытывают новое оборудование. Идет финальная настройка перед приемом онкобольных. Медики постепенно привыкают и к технике, и к новой обстановке. Артур Шамсудин, Артур Ханов и Ильшат Казакулов. Итоги недели. Башкортостан стал 3-м регионом России по количеству заготовленной антиковидной плазмы. В рейтинге республику обошли только Москва и Свердловская область. Плазма с антителами не совсем лекарство, но весьма действенный метод лечения. Если их ввести тяжелым больным, они будут распознавать и убивать коронавирус, помогая быстрее справиться с болезнью. За 600 миллилитров плазмы донорам платят по 5000 рублей. Сдавать биоматериал можно каждые 2 недели в течение года. При наличии 2 отрицательных результатов и при заключении, что у него был подтвержден COVID-19, инфекция данная, мы имеем право принять этого донора. Ну, конечно, если нет у него других противопоказаний. На сегодняшний день 29 пациентов с диагнозом коронавирус остаются в тяжелом состоянии. 9 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее же количество заболевших составляет 7059 человек. За последние сутки инфицированных стало на 35 больше. Еще у 67 пациентов выявлена внебольничная пневмония. И, как заявил Ради Хабиров, Башкортостан пока не готов ко второму этапу снятия ограничений режима повышенной готовности. 3 человека погибли сегодня на дорогах республики в результате аварии. На автодороге Белебей-Николаевка-Туймазы автомобиль Kia Rio залетел под грузовик Scania. Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам. Погиб 22-летний водитель, его супруга доставлена в больницу. По предварительной версии, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу корейской иномарки. В Белорецком районе погиб 34-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo. Он допустил наезд на дорожное ограждение, а затем врезался во встречную «Волгу».
А это уже кадры из Куюргазинского района. Водитель, лишенный прав, допустил аварию, в результате которой погиб 63-летний пассажир. Известно, что водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Ночную погоню за пьяным лихачом пришлось устроить по улицам Сибая. Мужчина проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Смелости ему добавлял алкоголь в крови. Но уйти от инспекторов не удалось, как и сотням других нарушителей. Рейды по выявлению нетрезвых водителей за рулем прошли по всей республике. В ряде случаев потенциальных убийц под шофе выявляли и задерживали еще до приезда экипажа ДПС сознательные граждане. Вы только посмотрите на эти кадры. Что могут натворить на дороге такие водители, понятно, без слов. Азат Садриев расскажет подробности. Неподчинение требованию об остановке, превышение скорости, опасная езда. Еще до задержания этот водитель успел нарушить несколько пунктов правил дорожного движения. Но самое серьезное из них было выявлено после освидетельствования. Водитель пьян. Содержание алкоголя 1,135 мг на литр. Установлено состояние алкогольного опьянения. А это видео сняли жители поселка Юматово. Заметив нетрезвого водителя за рулем, они вытащили ключи из замка зажигания и вызвали на место экипаж ДПС. Ключи вернули обратно. Не надо мне угрожать. А я тебе не угрожаю. Мужчина, сидящий на земле рядом с автомобилем, находится практически в полубессознательном состоянии, да и разговаривает с трудом. Что он мог натворить на дороге, понятно без слов. Всего же за прошедшие 7 месяцев в Башкортостане в результате 162 ДТП, совершенных водителями с признаками алкогольного опьянения, погибли 25 человек, ранено 219. Что делать с пьяными за рулем, снова обсуждали на оперативном совещании. Данные статистики вызывают тревогу. В Иглинском районе задержали нетрезвого шофера фуры. 46-летний житель Алтайского края вез из Самары в Новосибирскую область 17 тонн пластиковых мешков. Водитель представлял серьезную угрозу для всего автомобильного потока на трассе. Но сам мужчина этого, видимо, не понимал. Дело направили в суд для рассмотрения. Куда ехал, Алексей? Домой. Домой. По словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмудинова, пьяных водителей не останавливают ни огромные штрафы, ни лишение прав. Приняв на грудь, они выезжают на трассы, надеясь, что не попадутся. С начала текущего года сотрудники ДПС задержали уже более 10 тысяч таких самоуверенных, ну или, если хотите, легкомысленных водителей. Из них 300 только на этой неделе. К сожалению, не обошлось и без смертельных аварий. Вчера ДТП произошло со смертельным случаем, когда ни в чем не винная семья погибла на федеральной дороге М5. Муж с женой погибли из-за того, что водитель выехал на встречную полосу, у которого нет водительского удостоверения. Опять вот молодой человек. Вот, в городе Уфе опять ДТП произошло утром, когда вроде смена, так скажем, нарядов была. В городе Уфе опять молодежь врезалась в забор. Сам водитель в тяжелом состоянии. Пока предварительно, что он в состоянии алкогольного опьянения. Вот кадры спустя пару минут после того самого ДТП. Двое пассажиров сидят на земле, водителя зажало в салоне. Машина, пробившая забор и влетевшая в школьный двор, восстановлению не подлежит. Безмолвные свидетели человеческих трагедий. Подушки безопасности с пятнами крови, пивные банки, разбросанные по салону. Судьбу некоторых машин и их владельцев можно понять, даже просто взглянув на то, что осталось от автомобилей в результате серьезных аварий. Можно было избежать этих трагедий? Конечно. Вы только вдумайтесь в эти цифры. С начала текущего года инспекторы ДПС задержали на дорогах свыше 10 тысяч водителей с признаками алкогольного опьянения. Сколько невинных людей могли пострадать от их безрассудства, даже представить себе сложно. Поэтому профилактические рейды в Башкортостане будут продолжены в обязательном порядке, и снисхождения шоферам под шофе ждать не стоит. Азат Садриев, Булат Садриев, Лиана Кириллова и Виктор Краснов. Итоги недели. Жестокость школьников и равнодушие взрослых. Вот что поражает в истории, которая произошла в крупном торговом центре Уфы, где избили 3 подростков. Били так, что понадобилась медицинская помощь, а их родители написали заявление в полицию. Все происходило прямо на глазах у посетителей и охраны. Ну, по крайней мере, так они сами себя называют.
Мальчишки рассказали, что пытались скрыться в магазинах, просили помощи у сотрудников, но тщетно. Оттуда их просто-напросто выгоняли. А ведь случаи не единичные, а данную проблему уже поднимали. Радик Хабиров на одном из оперативных совещаний просил курирующее ведомство разобраться и, цитата, «вытряхнуть из торговых центров подобных негодяев». Радмир Азнабаев пообщался с потерпевшими. Меня ударили вот сюда, по шее, и здесь где-то по голове. Третий день голова болит. Для 15-летнего Эмилия и двух его товарищей поход в торговый центр закончился серьезными травмами и даже переломами. Еще на подъезде к «Планете» к подросткам в автобусе пристали 4 хулигана. Выйдя из маршрутки, задиры ставили ребятам подножки и наносили из-под тишка удары по голове и по телу. Эмиль вместе с друзьями забежал в торговый центр в поисках укрытия, лишь бы оторваться от агрессивных подростков. Но, видимо, хулиганов это разодорило еще больше. Потерпевшие зашли в торговый центр, чтобы просить помощи у взрослых, но охрана «Планеты», со слов пострадавших, на их просьбы не реагировала. Тогда агрессоры настигли своих жертв уже в гипермаркете, жестоко избили. Камеры видеонаблюдения торгового центра инцидент сам не зафиксировали, так как «Окей» не относятся к «Планете». Соответственно, как и сам инцидент, говорят в администрации, ТЦ. Это как государство в государстве, можно сказать. Охрана гипермаркета уже, в отличие от службы безопасности торгового центра, вмешалась. Они разняли детей и вызвали скорую помощь. 2 из 3 мальчиков госпитализировали. Предположительно, задирам не понравился внешний вид ребят. Модная одежда стоила одному из пострадавших сломанной ноги, а другому ушибы головы и шеи. Мы прошли в сторону Окея, началась потасовка. Уронили меня, моего друга. Меня ударили в область шеи и по голове. Ему временно сняли гипс, и, получается, ему сложно ходить, очень сильно болит колено. Видеозаписи происшествия родителям пострадавших детей так и не предоставили. Всех нападавших уже нашли. Сотрудники торгового комплекса рассказывают, что хулиганы часто терроризируют детей. В основном, кто приходит одни. По словам родителей потерпевших, агрессоры свою вину признали. 2 из 4 уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас они в пункте временного размещения подростков. Мне позвонили, самое главное, не с «Планеты». Мне позвонила мама пострадавшего ребенка и сказала, что наши дети находятся в 17-й больнице. Она сказала, что их в «Планете» подростки избили, и вот они с травмами попали туда. За последние года трудные подростки буквально оккупировали торговые центры республики. Они без стеснения могут устраивать разборки между собой и грабить детей помладше. Но и на этом они не останавливаются. Арендаторы ТЦ жалуются, что дети распугивают клиентов и воруют товары. Забегает подросток, хватает что угодно с прилавка. То есть, когда его вдруг ловят, то говорят, что это мелочная кража. Подобная история произошла как раз в марте этого года. Тогда в лайфстайл-центре Башкирия группа хулиганов избила 2 мальчиков. После случившегося Радик Хабиров поручил чиновникам провести работу над очисткой торговых центров от подобного рода террора. Были даже организованы профилактические группы, которые периодически выходили на рейды. Но, судя по всему, период проверок закончился, а подростки начинают снова оккупировать торговые центры. Радмир Азнабаев, Вадим Исламов, Родион Матвеев и Александр Демидов. Итоги недели. Уфа. В республике могут ввести единые стандарты жилья для сирот. Нормативы должны учитывать все: материалы стен, потолка, пола, отделку, вплоть до ширины дверных проемов. По крайней мере, на этом настаивает региональный совет по правам человека. Посудите сами. Очередная халатность чиновников, которая обернулась уголовным делом. На сей раз следователи изучают дом, в который поселили сирот в Куюргазинском районе. Плесень и отсутствие вентиляции – это еще полбеды. Примечателен тот факт, что квадратные метры люди получили в здании, которое было нежилым. Порой в муниципалитетах закрывают глаза даже на отсутствие коммуникации, хотя в отчетах числится, что за квартиры заплачены миллионы. Подробнее расскажет Эмиль Басареев. Мы когда зашли, она показалась нам такой большой. Естественно, мы обрадовались. Вот только радость была недолгой. Годы ожидания положенного жилья для сироты Кристины Жердевой обернулись лишь разочарованием. Квартира, ключи от которой она получила в августе 2018-го, оказалась с кучей дефектов. Первое, что бросилось в глаза – сырость и плесень, которая во время дождей лишь усиливалась. Вентиляция и вовсе не работала. В итоге, спустя месяц, Кристине с мужем пришлось переехать. Куда обращались с вопросами? К застройщикам. Они устраняли нам наши проблемы, все равно потом дождик шел, опять это все стены сырые, опять это сырость, плесень, обои отходили, то есть бесполезно.
Кстати, проблему с вентиляцией продавец квартиры решил исправить, установив вытяжные вентиляторы, которые уже отваливаются, а толку от них, по словам Жердевых, все равно нет. Ведь труба с соседями одна на двоих. С фасада вода текла у нас под пол. Было принято решение вскрыть полы. То есть, получается, мы их подняли и обнаружили там большую лужу с лягушками, так сказать. Они там у нас прыгали. Сверху все сделали, а сырость как она осталась, так она осталась. Он обнулен весь сырой. Грибок новый пошел. Они уже заклеили здесь, и он все равно, вот он даже кусочек видно, как они его приклеили. Сырость и в квартире Анастасии Наяксовой. Двое ее маленьких детей часто болеют. А зимой, по словам хозяйки, в квартире стоит далеко не комнатная температура. Зимой здесь холодно. Холодно. Ужас. Здесь вот плесень была по окнам, прям по всем. Она замазали все это. Если съемное жилье, то нет, не по карману. Я сама не работаю, я в декретном отпуске. У меня один муж работает. У нас других вариантов нет. Большинство жильцов дома застать не удалось. И дело даже не в том, что они могли быть на работе. Судя по воткнутым в двери квитанциям, сироты здесь, скорее всего, и не проживают. Ситуацией заинтересовалась прокуратура района. Как установили в ведомстве, администрация муниципалитета выдала разрешение на реконструкцию нежилого здания в апреле 2018-го, а уже через 2 месяца дала добро на ввод в эксплуатацию как жилого дома. По муниципальным контрактам на сумму свыше 11 миллионов рублей 14 квартир приобретены. Предоставленная квартира не соответствует требованиям проектной документации, не функционирует вытяжная вентиляция, фасад дома не утеплен, установлены однокамерные стеклопакеты, территория, прилегающая к жилому дому, неблагоустроена, отсутствует детская площадка. Нарушение подтвердила строительная экспертиза. Сейчас идет судебное разбирательство. Здесь прокуратура поступила очень закономерно. Она вступилась за сироту. Мы тоже поставили это дело на контроль. Будем контролировать, когда и как это будет устраняться. Все отделы заинтересованы, как и юридический отдел, так и строительный отдел. Главное, что продавец не отказывается. Мы со своей стороны готовы тоже оказать содействие. Некий повторный, скажем так, акт, только будем комиссионно принимать, куда будут включены все компетентные люди. Между тем, прокуратура направила материалы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Параллели можно провести и с другими историями, в которых теперь разбираются правоохранители. Например, в Белорецком районе сироте в качестве жилья администрация указала на дом покойного дедушки. Согласно акту обследования, развалины этой печи являются исправно работающей системой отопления, а уличный колодец вполне сойдет за водопровод. Если даже здесь как-то жить, сколько здесь нужно вложений, сколько времени, легче его снести и построить новый. В Баймаке же для нуждающихся построили целую улицу из сборно-щитовых конструкций, стены которых зимой промерзают до образования наледи. А в Белокотайском районе дома для сирот стоят в буквальном смысле на деревянных пеньках. Члены Совета по правам человека при главе республики прорабатывают несколько инициатив. Одна из них – введение строгих стандартов предоставляемого жилья, чтобы собственная квартира становилась для сирот шагом к самостоятельной жизни, а не причиной хождений по судебным заседаниям. Эмиль Басареев, Ильнур Юмагулов, Михаил Вавилов. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моей коллеги Айгуль Хатыповой. Мать, акушер и палач в одном лице. В Уфе женщина родила ребенка прямо в подъезде жилого дома. Девочку обнаружили в одной из столичных многоэтажек. Она лежала на лестнице. Наткнувшийся на ребенка мужчина обратился в полицию. Новорожденную малышку госпитализировали. Сейчас ее состояние стабильное. Она уже самостоятельно дышит. Горе-мать до сих пор не объявилась. Ее разыскивают правоохранительные органы. Отвлекся на телефон. В Уфе с рельсов сошли 2 пассажирских вагона и тепловоз. Инцидент произошел во время маневровых работ. По одной из версий, машинист телефона просматривал свою страницу в социальных сетях и не заметил, как поезд проехал на красный сигнал, из-за чего он ударил хвост другого состава. Обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается.
Сотрясение мозга, 6 сломанных ребер и перелом ноги, а также множественные гематомы. В Стерлитамаке ищут 2 женщин, спасших бабушку из-под колес. Пожилая женщина, выходя из магазина на Комсомольской, споткнулась и упала под иномарку. Пенсионерка попыталась привлечь внимание водителя, но было уже поздно. Спустя несколько секунд после падения девушка за рулем спокойно заводит двигатель и трогается. Почувствовав неладное, автоледи откатилась назад, вновь переехав женщину. На помощь ей поспешили прохожие, которые и вызвали скорую. Ведется разбирательство. Если вы стали свидетелем этого происшествия, свяжитесь с дочерью пострадавшей по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. В Благовещенске на жалобу водителей скорой помощи отреагировал профсоюз медработников Республики Башкортостан. Ранее мы рассказывали о сотрудниках неотложки, которые выложили в социальных сетях видео маленькой каморки с 3 матрасами. По словам главного врача, видео было сделано в момент ремонта. Мебель, пока красятся стены, действительно пришлось вынести, а площадь комнаты уменьшили за счет установки душа, о котором так много просили работники. После выхода сюжета в эфир на встречу руководства больницы с коллективом была достигнута договоренность, что для водителей будет выделено и отремонтировано другое, еще более просторное помещение. Соседи хоть и тихие, но нежеланные. Жители деревни Начапкино Уфимского района выступили против строительства городского кладбища рядом с их населенным пунктом. Поле площадью более 80 гектаров, где планируется построить погост, находится на возвышенности. И весной талые воды будут стекать в деревни, которые расположены ниже. Сельчане опасаются загрязнения грунтовых вод, а следовательно и колодцев. Прогулялся по канату между скалами на Айгире. Экстремал из Уфы прошелся по стропе на высоте со страховкой. Видео Денис Давлетшин выложил в своем инстаграме. Романтичное восхождение спортсмен совершил на рассвете. Кстати говоря, Денис известный в Башкортостане экстремал. В сентябре прошлого года он прогулялся на высоте в 350 метров в Москве между башнями Ока и Нева Таурс комплекса Москва-Сити. При геологоразведке горы Куштау будет соблюдены безопасность жителей близлежащих населенных пунктов, а также экологический баланс. Об этом в интервью БСТ сообщил заместитель генерального директора башкирской содовой компании Рустем Басыров. О планах по разработке, почему выбор пал именно на Куштау, а также о самых распространенных мифах в нашем интервью. Рустем Ришатович, здравствуйте. Екатерина, добрый день. Что сейчас происходит на горе Куштау? В соответствии с нашими алгоритмами и планами работы мы начали геологоразведку на горе Куштау. Геологоразведка проводится на основании лицензии, выданной Приволжскнедра в августе 2019 года. Ну и в полном соответствии с российским законодательством, в первую очередь это Лесной кодекс Российской Федерации, мы обязаны были заключить договор аренды с Министерством лесного хозяйства на освоение лесного участка, утвердить и согласовать с государством проект освоения этого лесного участка, представить лесную декларацию, где уже четко все прописано, какие виды леса, какие виды участка точечно будем спиливать для того, чтобы готовить площадку для геологов. Это вызвало бурную реакцию жителей. Как вы можете это прокомментировать? Безусловно, это вызвало реакцию, в том числе местного населения. У подножия горы непосредственно у нас 3 населенных пункта. Это село Урняк Ишимбайского района, село Бельское, село Карасевка. Естественно, мы понимаем озабоченность жителей. Прежде всего, главным вопросом, не изменится ли их жизнь в худшую сторону от геологоразведки и от в целом промышленной разработки Шихана Куштау. И как будет соблюдаться безопасность жителей населенных пунктов, которые вы назвали, и в том числе баланс экологический? Никаким образом заход геологов и геологические работы на комфорте жителей, на их образе жизни и вообще в целом на ситуации в населенных пунктах не повлияет. Вокруг этого очень много мифов ходит, и очень много. Есть лица, которые специально, целенаправленно распространяют эти мифы, дабы ввести граждан и жителей в заблуждение. Поэтому мы, естественно, работаем над тем, чтобы развенчивать эти мифы. Первый миф о том, что большегрузный транспорт пройдет сквозь село. Никакого большегрузового транспорта сквозь населенные пункты, через населенные пункты проходить не будет. Существующие дороги мы трогать не будем. Вообще в целом для карьера будет построена отдельная трасса. Второй миф о том, что
какие-то супер огромные объекты будут на горе, которые внесут дискомфорт, от них будет шум, от них будут какие-то вредные воздействия, это тоже не так. Все производственные мощности нашего карьера, они уже есть, это на карьере Шахтал, поэтому здесь будет просто карьер, где мы будем добывать известняк. Третий миф, что каким-то образом геологоразведка сопряжена там с взрывными работами, это абсолютно не так. Будет пробурено несколько скважин на расчищенных участках леса для того, чтобы геологи могли получить необходимый материал и провести анализ горного отвода, который нам выдан по лицензии для разработки. Ну и в последующем эта работа на несколько лет идет после того, как будет эта работа завершена, как будет проект уже, собственно, промышленной разработки, утвержденный, согласованный, когда мы приступим к работе, это все будет многоэтапно, последовательно, соблюдение всех санитарных норм в границах и около населенных пунктов. Никаких работ не будет. Не будет никаких там горных отвалов, не будет никакого мусора, не предполагается шум. Пыль, в принципе, она вся будет оседать на карьере. Ну и технологии пылепоглощения, шумопоглощения, естественно, будут предусмотрены. Мы над этим будем работать, когда будем работать в целом над проектом промышленного освоения. И много вопросов задавали жители, задают по поводу реки Белой. Куштау окаймляет главную нашу водную артерию, да, Белый Агидель. Никакого воздействия на реку не будет. Мы прекрасно понимаем, что там природоохранная зона, да никто и не позволит трогать эту природоохранную зону. Никаких работ в границах природоохранной зоны, не только в границах природоохранной зоны, но и водоохраны, но и рядом с ней осуществляться не будет. Никакого воздействия на реку, еще раз повторюсь, не предполагается. Вы сказали, что будет построена новая трасса. Каким образом, где она появится и в какие сроки? Она вдали от садоводческого товарищества пройдет, вдали от населенных пунктов. Более того, мы даже предполагаем по технологиям специальным раствором ее обрабатывать, дабы там пыли не было. Вплоть до этого. И еще группа вопросов по поводу горнолыжки. Там у нас горнолыжная база. В этот сезон мы ее не предполагаем. Даже и следующий сезон она мешать нашим работам не будет. Ну а в целом совместно с республикой у нас разработан проект переноса и создания новой горнолыжной базы. Спасибо большое, Рустем Ришатович. Футбольный клуб «Уфа» сегодня стартовал в новом сезоне российской премьер-лиги. Команда Вадима Евсеева на стадионе «Нефтяник» принимала Краснодар. Итоги игры подведем вместе с нашим корреспондентом Александром Усмановым. Александр, как прошел матч? Здравствуйте, коллеги. Ну что ж, первый матч футбольного клуба «Уфа» в новом чемпионате России получился не самым удачным. Нужно сказать о том, что ждать нового чемпионата России было совсем недолго. Предыдущий закончился примерно 2 недели назад. И, в принципе, команда выглядела примерно так же, как и в том старом чемпионате России, за исключением того, что нас покинули 2 ведущих игрока Даниил Фомин и Астон Урунов. Сегодня место Фомина на поле занял Артем Голубев, и это непривычная позиция для него, поэтому состав был, я бы не сказал, что оптимальным, поэтому еще в первом тайме у нас возникали проблемы возле наших ворот. Мы хорошо оборонялись, но все-таки быстрая команда, которая является Краснодар, она будет выступать в Лиге чемпионов. Она действительно очень быстрая, очень умная и техничная. Она вскрывала вот эти оборонительные редуты Уфы. Но в первом тайме нас выручал Александр Беленов, но вот во втором даже его не хватило на то, чтобы отстоять ворота Уфы на 0. Первым отличился Рами Кабелла. Он же сделал дубль спустя несколько минут. Ну и действительно первые 10-15 минут второго тайма Уфе не удались от слова совсем. Не получалась игра. В обороне был, полный кошмар, как говорят эксперты и комментаторы. Завершил атакующую подступь Краснодара Маркус Берг. Он сделал счет 3-0. Ну и после этого пошли замены в нашей команде. Сменилась линия атаки. Ушел Гамит Агаларов, Вячеслав Кротов. Их заменили Николай Георгибиан и Андрес Вомбергар. Но этого не помогло, к сожалению. Были еще несколько опасных моментов у Краснодара, но очень здорово себя проявил Александр Беленов.
Ну и нужно сказать, что матч проходил под проливным дождем. Если в первом тайме его еще как-то можно было перетерпеть, то во втором он очень сильно усилился. Вы можете наблюдать прямо сейчас за моей спиной. Вот такого уровня примерно дождь весь второй тайм шел. Возможно, именно это повлияло на игру нашей обороны. Затем, уже после того, как мы пропустили 3 мяча, на поле появился Кирилл Фольмер, Никита Белоусов. Кстати, у Кирилла Фольмера это был дебют в российской премьер-лиге за Уфу. Но, к сожалению, их свежести не хватило для того, чтобы забить хотя бы 1 гол. 3-0. Мы потерпели первое поражение в новом чемпионате. Но следующую игру проведем уже через 5 дней. 14 августа в Туле подопечные Вадима Евсеева сыграют против Арсенала. Александр Усманов, Ильнур Ямагулов. Итоги недели. Уфа. Ну что ж, надеемся, что в следующий раз удача будет на стороне нашей команды. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале БСТ.